Салям алейкум, здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР начало свое вещание. Для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров. И в этот час поговорим о самых важных темах, касающихся Крыма и Украины. В частности, будем сегодня в этом блоке говорить много о наших политзаключенных, о том, как они содержатся, о тех проблемах, с которыми сталкиваются они и их семьи. И гость нашего первого утреннего эфира – исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова. Доброе утро, Александра. Доброе утро. И начнем с того, что Серверу Мустафаеву, политзаключенному, не дают необходимых лекарств. И кроме того, их отобрали. У политзаключенного Сервера Мустафаева сотрудники ФСИН РФ изъяли медикаменты. Это произошло во время этапирования из Симферополя в СИЗО Ростова-на-Дону. Напомним, что Мустафаева якобы обвиняют в терроризме. Он фигурант так называемого второго бахчисарайского отдела Хизбут Тахрир. Давайте послушаем, как ситуацию комментирует его адвокат Лилия Гемиджи. Коли він перебував у Краснодарському СІЗО в камері розміром 4 квадратних метра, його співкамерник занедужив вірусним захворюванням. Відповідно, для того, щоб запобігти захворюванню і зміцнити імунітет після минулої хвороби, у нього були ліки, вітаміни та противірусні препарати. Ось ці препарати у нього вилучили. Сказали, що в СІЗО Ростова-на-Дону медикаментів достатньо. І допомоги, яку надають СІЗО Ростова, теж достатньо. Ну вот, первое, конечно, очень неприятно, то, что с нашими соотечественниками так поступают. Саша, вот насколько законно действуют оккупанты, как вот у заключенного, то есть человека, который так во всем ограничен, можно еще забирать, изымать вот медикаменты. Это вообще как называется? На самом деле, вообще условия ФСИН, то есть вот этой вот федеральной системы содержания в тюрьмах, они в Российской Федерации, с одной стороны, например, вы можете что-то заказать в интернете, в магазине, и вам могут это оплатить. С другой стороны, например, почему-то именно медицинское обслуживание очень ограничено. И действительно, вот во время этапа могут забирать вот эти медикаменты, которые в данном случае, ну, они очень четкие, понятные, зачем они нужны, и не вызывают какого-то сомнения. Эти препараты ходят по территории Российской Федерации. То есть, ну, есть один из пунктов, что могут изымать медикаменты, которые, вот, например, грубо говоря, в Крыму производились, да, или с территории Украины попали, а в России не лицензированы или что-то в этом роде. Но в данном случае абсолютно такого ничего нет. Это просто вот этот вот этап, именно период этапирования, он один из самых сложных, непонятных, абсолютно не прописанных. Это еще наследие советского времени, не прописанных в Криминальном кодексе Российской Федерации. То есть именно во время этапирования мы отмечаем одну из, ну, такой всплеск нарушений всего, в том числе и вот таких вот прав на медикаменты и медицинское обслуживание. И когда они говорят, что в Ростове-на-Дону типа всех медикаментов хватит, то есть большая вероятность, что приехав в Ростов-на-Дону, он получит аскорбинку, грубо говоря. Ну, имеется в виду, что как раз медикаментов совершенно не хватает. И в Российской Федерации попытались когда-то еще до этого сделать реформы именно в отношении медицинской поддержки в тюрьмах, но в результате получился такой разрыв между тем, что необходимо заключенным, и тем, что вот эта вся система может предоставить. Ну и мы вообще в целом по отношению к нашим политзаключенным видим пренебрежительное отношение вообще к их здоровью в целом. И к хроническим заболеваниям, и к, имеется в виду особенно более старшего возраста, более 50 лет у нас есть, как минимум, если не ошибаюсь, 3 политзаключенных, да, то есть к хроническим заболеваниям, поддержанием их здоровья, так и, например, к ситуации с язвой, к ситуации с почками и так далее, так далее. Это то, что требует поддержания каждый день и медикаментами, и какими-то профилактическими действиями. Некоторые даже перебью, правозащитники это называют пытками. Если... Да, потому что есть такое понятие, как не только, ну вот пытки, когда тебя там непосредственно бьют или психологически на тебя давят, но это условия содержания, которые ухудшают твое здоровье. Тюрьма вообще не курорт, да, а в данном случае это действительно относится к части... Смотря в каких тюрьмах, но вот если вспомним, то Брейвика, как он содержится, то есть он убил там кучу людей, а... Нет, нужно четко
понимать, что система в России тюрем, она может быть гипотетически где-то, особенно в тех колониях, где когда-то в свое время очень внимательно на это обращали внимание правозащитники еще до 2014 года, она может быть где-то более или менее кормить, но в целом отношение остается как подавляющая система. И поэтому вот эти моменты, когда ты хочешь чувствовать себя как человек и иметь противовирусные препараты, да, для того, чтобы защитить свой иммунитет, для них это смешно и непонятно. Ты заключенный, ты пыль. Да, ты фактически абсолютно... То есть вот этот аргумент, что я как человек, я Брейвик, да, я имею право как человек на права человека, в тюрьмах России это касается как медикаментов, так, например, доступа адвоката, так, доступа консула. То есть это самые большие такие систематические нарушения именно прав заключенных. Я уже молчу про то, что они и заключенными-то не должны быть, потому что судебные процессы абсолютно несправедливые, непрозрачные, очень часто закрыты с тайными свидетелями. И в неопределенном месте с неопределенными лицами встретились, сделали неопределенные вещи. Это то, что действительно цитаты из дел. И ты понимаешь, что человек по обвинению экстремизма, терроризма, это особые в Криминальном кодексе России с 2015 года для особых судов выбранное место. То есть Ростов-на-Дону и Москва всего 2 суда, которые могут рассматривать такие дела. И это просто невероятное количество сфабрикованных дел, абсолютно нечестного, несправедливого, непрозрачного процесса. И после этого ты еще и попадаешь вот в условия системы, где у тебя 7 кроватей на 56 человек, где у тебя вот такие вот небольшие абсолютно камеры, где этапирование может превратиться просто элементарно в избиение. Каторгу, в то, что у тебя забирают вещи, письма, медикаменты. То есть это вот пример того, о чем сейчас детально рассказывают освобожденные. Сейчас на прямой связи мать Сервера Мустафаева, Венера Мустафаева. Ассаляму алейкум, Венера Ханум, вы нас слышите? Алейкум селям, да, Зитумир, я вас слышу, здравствуйте. Венера Ханум, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас обсуждаем условия содержания наших политзаключенных, как их в ужасных условиях этапируют и в последующем содержат. Вот у вашего сына Сервера были изъяты все медикаменты, что повлияло на состояние здоровья. Что известно о Сервере, каково состояние его здоровья и вернули ли ему лекарства или нет? Да, действительно, на самом деле при этапировании из Симферополя в Ростове уже в СИЗО у Сервера изъяли лекарства, и ему не вернули эти лекарства. Они это объясняют тем, что у них есть необходимость, что они не собираются возвращать эти лекарства, что при необходимости они, если нужно будет, они будут сами выдавать то, что они посчитают нужным ему дать. Конечно, у Сервера были с собой, мы передавали ему витамины, противовирусные препараты, такие, что вот, например, первой помощи лекарства от головной боли, от боли в желудке. Естественно, они ему такие препараты выдавать не будут. И очень жаль, конечно, что они у него изъяли эти лекарства. И чтобы он получил нужное лекарство, это нужно время, это нужно, чтобы врач обсмотрел, чтобы выдал ему лекарство. На это все нужно время. А когда, конечно, рядом он взял, выпил, это намного облегчило бы его положение. Очень жаль, что вот все изъяли и ничего им не возвращают. И, как мы понимаем, и не будут возвращать. Венера Ханум, вот в прошлую пятницу уже начались так называемые суды по существу в Ростове-на-Дону, и наши 8 ребят, фигуранты так называемого второго бахчисарайского дела, впервые выступили. О чем они говорили? Может, что-то передали общественности? Что можете сказать по этому поводу? Да, 15 ноября прошло первое заседание в Ростове наших ребят второй бахчисарайской группы. Мы приехали туда на суд. Суд проходил в открытом режиме. Нас пустили в зал заседания. Единственное, что вот нас вообще порадовало, это то, что мы встретили своих сыновей. Они выглядели достойно. Они как бы держались достойно. Но, конечно, судья
им давал слово, но постоянно их прерывал, не давал им высказать свое мнение. И это вот очень мешало им как-то выражать свое мнение по отношению к обвинению. И вот Сервер как раз-таки, да, очень возмутился тоже по этому моменту. Сервер при своем выступлении, также его прерывали. Сервер сказал, судья обратился к судье, говорит: вы не даете нам ни времени, ни возможности что-то высказать, что-то сказать, постоянно перебиваете, сбиваете мысли. Вы хотите услышать только то, что вы хотите услышать. Ну, на самом деле они имеют право высказать свое мнение по отношению к обвинению. А обвинения действительно очень непонятные. И также мы все очень возмущались по обвинению, которое им предъявляют. Оно очень непонятное. То, что мой сын Сервер и все остальные посещали мечеть, разве это наказуемо? Разве то, что они там слушали лекции, исламские лекции, разве это за это разве судят? То, что им предъявляют захват власти, где и когда они пытались, как они могут обвинять в попытках захвата власти, где и когда они пытались это сделать? Это все настолько непонятно, это все настолько неправильно и возмутимо. Для всех мы очевидно, что очень Сервера и подобных ребят преследуют по одной причине, то, что они занимали активную позицию, помогали всем, кто за эти годы после оккупации Крыма как-то противодействовали всему этому. И, естественно, к сожалению, вот сейчас они сами оказались на месте тех, кого защищали в первые годы. Венера Ханум, последний вопрос. Вот, насколько мне известно, более 100 человек из Крыма приехали в Ростов поддержать ребят, в первую очередь вас, семей, матерей, жен политзаключенных. Насколько важно для вас видеть вот такую поддержку от народа в таких условиях? Да, конечно, это очень важно. Это и для нас, и для наших ребят это очень важно. Они, увидев столько народу, что приехали их поддержать, у них засияли глаза. Они просто были все такие радостные, увидев. Они забыли, что вообще где находятся. Когда начали заходить туда поэтапно ребята, то одни, то другие, они очень обрадовались этому. И, конечно, это очень хорошо повлияло и на них, и вообще полностью на весь этот, на все это вот это судилище, которое настолько мы были поникшее настроение, но приход вот этих людей, то, что они нас поддержали, то, что они пришли туда и поддержали наших детей, это действительно очень важно. Большое им спасибо. Наши ребята передавали им всем большое спасибо за то, что они не забывают, постоянно помогают, постоянно приходят на суды и постоянно посещают суды. Они очень этому были благодарны. Большое всем спасибо за это, конечно. Чего встала Венера Ханум, то, что связались с нами, мы будем держать на пульсе это и все остальные дела. И очень надеемся, что в скором времени увидим всех ребят на свободе. Напомню, с нами была на прямой связи мать Сервера Мустафаева, Венера Мустафаева. Саша, и вот такой вопрос возникает. Это уже 4-я, кажется, группа, которую насильно выводят с территории оккупированного Крыма на материковую часть Российской Федерации. С точки зрения права, то есть, насколько мне известно, это же незаконно по всем международным законам. Абсолютно. Это абсолютно незаконно. Очень много Россия вообще делает незаконного с точки зрения международного права и гуманитарного, и криминального, потому что вообще, как оккупируемая страна, они вообще не имеют права применять свое российское законодательство на территории оккупированного Крыма. Они обязаны поддерживать украинское законодательство и только в отношении, ну, грубо говоря, бытовых вот каких-то криминальных ситуаций, а вовсе не создавать вот этот вал просто экстремистских, террористских обвинений. Ну, надо отдать должное Российской Федерации, она абсолютно последовательна в этом, она использует эти обвинения не только в Крыму, но и в других регионах, и, собственно, дело Хизбут Тахрир в Крыму стало и сопротивление вот семей, такая солидаризация, поддержка стала примером для других регионов, где похожие дела с 2003 года проводятся, и только
только сейчас семьи стали объединяться, видя пример крымчан. Поэтому в этом смысле от хапов Крым они все-таки понесли сами же урон, потому что крымчане, как люди, которые в нормальном контакте с Украиной чувствовали свободу и знают, что такое сопротивление, становится проблемой и для других регионов России. В данном случае можем сказать, что, грубо говоря, подавилась. Но если говорить вот о самих процедурах, действительно, вот эта вот транспортировка, причем эта транспортировка нарушает права человека видеть своих родственников, получать, естественно, нарушает возможность получать какую-то поддержку передачи. Родственникам, на самом деле, это очень здорово, что аж почти там 100 человек приехало. Ну, представляете, как это дорого. И на самом деле кажется, что вот же Крымский мост, и машиной можно быстренько доехать, ничего подобного. 800 километров. Это 800 километров. Это очень дорого с точки зрения бензина, это очень дорого тяжело с точки зрения самой дороги. И то же самое для адвокатов. Они поэтому это и делают. Им нужен Ростов-на-Дону. В России 2 суда, как я уже говорила, военных трибуналов, которые могут рассматривать такие дела: экстремизм, терроризм, обвинение, шпионская деятельность. И они выбирают Ростов-на-Дону именно потому, что даже в Москву было бы легче добраться. А в Ростов-на-Дону это и затраты для адвокатов, это и затраты для родственников, и это меньше поддержки. Все-таки на территории Российской Федерации надо помнить, что есть поддержка и правозащитников, которые там, в общем, страдают, по сути, во многом от режима не меньше, чем, наверное, мы, я имею в виду территорию Украины в целом. И в Москве такую поддержку собрать было бы легче, и даже потом отбиться за то, что тебя арестовали за такую поддержку, было бы легче. Ростов-на-Дону в этом вопросе сложнее, поэтому они используют вот этот тактический ход для того, чтобы еще больше вот в этом несправедливом процессе еще больше создать проблем для заключенных. И вот касательно сервера, Мустафаева, на прошлой неделе правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести. Что, собственно, дает вот такое подобного рода признание? Мы знаем, что до этого, к примеру, Эмир Усейн Куку также был признан узником совести. Согласно правозащитному центру «Мемориал», практически все фигуранты этих дел также признаны политзаключенными. Что это все дает? Смотрите, это как словарное определение, кто эти люди. Это очень важно, потому что вы знаете, что в Европе есть очень много дел, и связанных с исламом и терроризмом, которые люди автоматически считают, грубо говоря, все понятно, они просто террористы, там нечего разбираться. И Россия пытается, собственно, навязать такой шаблон, такой ярлык на наших политзаключенных, для того, чтобы Европа сказала, как мы там не можем защищать террористов, вы что? Это большая проблема у нас здесь в Европе, и мы прекрасно понимаем Россию, которая борется всеми методами с терроризмом. То есть надо понимать, что вот этот ярлык, он позволяет России вот эти все несправедливые судилища проводить фактически в изоляции. В то же время, когда правозащитники и международные вот такие вот компании, как Amnesty International, которые там около 100 лет определяют, дают это понимание, что это не террористы, как бы Россия их ни называла, есть определенные критерии. И вот Эмир Усейн Куку и Сервер Мустафаев — это люди, которые занимаются правозащитой, то есть они осуждены, как бы ни назывались эти обвинения, но они осуждены за свою деятельность, которая еще и, знаете, как она позитивная. То есть они не просто не делали ничего плохого, они пострадали от того, что они делают что-то действительно хорошее. И таких людей называют узниками совести. То есть людьми, которые никаких других действий, кроме как, собственно, своих слов, позиций, которые в позитивном смысле защищали других людей, не делали. Это очень хороший сигнал, прежде всего, для Европы, что это не террористы, что это люди, которые требуют защиты. Причем есть отдельная конвенция про защиту правозащитников. И Сервер, и Эмир Усейн Куку попадают под эту конвенцию, потому что они действительно защищали людей. Также, если мы говорим о социальных журналистах, о тех ребятах, которые вели стримы, помогали во время обысков, они тоже по своей деятельности попадают под правозащитную деятельность. И стримы, в принципе, социальная журналистика может даже под категорию журналистики. То есть здесь нужно четко очень понимать, что эти названия, казалось бы, кто-то там где-то далеко, там в Лондоне сказал, но на самом деле это 500 тысяч
тысяч, как минимум, участников Amnesty International. Это целая международная сеть, которая теперь точно знает, что это не терроризм. И в отношении, кстати, остальных дел Amnesty International признает, что это, ну, узник совести — это очень такая категория небольшая. Да, но во всех остальных делах Amnesty International признает, что это несправедливый суд, несправедливый процесс, а это означает, что все решения суда не могут восприниматься серьезно. И то есть вот на международном уровне, вот Россия, у нее хорошая судебная система, она признала, что они террористы, значит, мы все будем считать, что это правильно. То есть вот Amnesty International признает, что нет, суд настолько несправедлив, настолько непрозрачный, вот как здесь были примеры, не обеспечено право высказать, защитить себя. Судья прерывает человека, который говорит, в общем, свою позицию, да, в защиту себя. Там целые тома были обвинения, но прокурор в 5 минут уложился. По сути, еще раз, очень люблю повторять, что это неустановленное место, неустановленными лицами сделаны неустановленные вещи. То есть никаких действий, за которые, собственно говоря, должны судить, не произошло. Состава преступления да, нет, состава нет. И, соответственно, что происходит? Происходит вот это международное признание. Дальше Amnesty International — это те люди, которым прислушиваются ООН, ОБСЕ, Совет Европы. А, соответственно, все эти международные объединения — это то, к чему прислушиваются правительства стран. И если мы, например, говорим, что здесь с посольствами в Киеве мы встречаемся, чтобы консульства, которые работают в России, например, Британии, Германии, Швеции, приходили на суды. И это очень важно, потому что это дает дополнительную защиту, это дает дополнительное свидетельство, что судебный процесс был несправедлив. И консульства откликаются на это, когда это не дела терроризма, а дела тех людей, которые названы Amnesty International узниками совести. То же самое международная система и мемориала, и правозащитников здесь, в Украине. Мы признаем человека политзаключенным. Это означает, что он не политикой занимался, а это означает, что с точки зрения политики на него Россия завела дело. То есть это политически нужно России, фактически. Потому что он пытался использовать свои какие-нибудь права, или потому что защищал, или просто поддерживал. У нас же есть даже дела уже против женщин крымско-татарских, да, которые занимаются гуманитарным вопросом поддерживания деток и тех семей, у кого папы сейчас арестованы. То есть надо очень четко понимать, что Россия пытается системно давить, и это системный ответ. И причем, вот что самое примечательное, уже начинают в России давить и на тех, кто пытается защищать этих людей. Вот так как ты правозащитница, не могу не вспомнить запрет и ликвидацию движения Льва Пономарева за права человека. То есть это вот как назвать? Это уже можно ли назвать переходом за красную линию? То есть мы видим, что самая старая, самая авторитетная правозащитная организация, Минюст призвал ликвидировать ее. А почему она вот активно включилась последний год по так называемым делам по терроризму? Потому что люди осознают, нет никаких терактов, нет никаких преступлений, социально активные люди, там по 5-6 детей, раз тебе 24 года. То есть... Это абсолютно такая последовательная политика Российской Федерации. Они сначала дискредитировали в целом правозащитников. У них постоянно идет массовая такая информационная кампания, где они правозащитников и людей, которые поддерживают международные нормы права, а такие в России есть, и надо помнить о том, что благодаря им мы, в частности, имеем возможности посещения таких мест, где удерживаются наши политзаключенные. Многие передачи передаются через них, многие письма мы передаем через них. То есть надо понимать, что благодаря вот людям в России, которые тоже вкладываются в это, да, их, к сожалению, меньше, чем хотелось бы, вот, но это миллионы людей, которые в этой системе помогают нам и находить. Иногда Россия пытается просто прятать людей в тюрьмах. Для примера, Клыха и Карпюка мы полгода искали по разным тюрьмам, пока не нашли, аж в Чечне, да. То есть и вот благодаря этим людям и Россия понимает, что пока эти люди существуют, пока они объединяются в правозащитные организации, пока они напоминают, что действия России противоречат нормам прав человека, для них это проблема. Поэтому они создали реестр запрещенных организаций, они создали реестр так званых иностранных агентов. Причем, если раньше иностранными агентами признавались организации, то сейчас у них идет развитие. Иностранными агентами они хотят признавать конкретных людей. То есть и вот эти вот инициативы, они направлены на то, чтобы
придушить вот это сопротивление, которое в данном случае, еще это наши коллеги, с которыми мы постоянно обмениваемся информацией, которые помогают нам искать и помогают увидеть ситуацию с нашими политзаключенными. Они понимают, что эти люди как бы дают информацию извне. Ну и второй аспект – это вот запрет информации, обмен информацией в интернете уже. И в Крыму еще это будет особо чувствоваться, потому что они будут стараться особо контролировать трафик из интернета в Крыму. И, то есть это все такое капсулирование Крыма, вокруг которого должна быть тишина внутри, вокруг которого они хотят тишину вокруг. И перейдем к следующей новости. Фигуранта дела Хизбут-Тахрира Эльдара Кантемирова удерживают в ненадлежащих условиях в СИЗО Симферополя. Политзаключенный написал уже несколько жалоб. Об этом крымско-татарскому ресурсному центру сообщила его супруга Эльвина Кантемирова. Напомним, что 10 июня российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в Алуште, Белогорске и Симферополе. Тогда оккупанты задержали 8 человек по подозрению в причастности в запрещенной в Российской Федерации организации Хизбут-Тахрир. Это Реза Умеров, Энвер Умеров, Айдер Джепаров, Искендер Сулейманов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров, Руслан Мисутов и Ленур Халилов. Всем им оккупационный суд Симферополя продлил срок ареста до 5 февраля 2020 года. Сейчас с нами на прямой связи по телефону жена Эльдара Кантемирова Эльвина Усиинова. Селям алейкум, вы нас слышите? Алейкум селям. Да, я вас слышу. Скажите, пожалуйста, Эльвина Ханым, вот насколько нам стало известно, вы давали комментарий о том, что ваш муж в Симферопольском СИЗО содержится в ужасных условиях. Что более подробного вы можете нам рассказать? Изначально, с самого начала ареста, все права моего мужа, как и остальных политзаключенных, нарушались. Его посадили в камеру, где содержится 4 человека. Камера очень тесная, как бы хорошо, хоть 4 человека, но камера очень тесная. Стол обеденный находится рядом с туалетом, все это не огорожено, они своими силами как бы пытаются привести в порядок. Солнечного света они не видят даже на прогулках. Душно. У них там были несколько раз эксцессы, что включался пожар в самом СИЗО, их выводили куда-то, задымление. То есть еда такая, что мне приходится делать постоянно передачки, потому что есть еду в СИЗО невозможно. Передачки тоже содержат в себе такие продукты, которые, в общем-то, очень быстро могут испортить желудок даже здоровому человеку. А также нам известно, что ваш муж занимал активную гражданскую позицию, то есть он посещал суды, если были какие-то обыски, не оставался в стороне, приходил на них. Не переживал ли ваш муж, что, занимая такую активную позицию, он сам может оказаться на месте тех, кого он пытался защитить? Да, мой муж изначально был счастливым, неравнодушных граждан, как и большая часть нашего народа. Он выходил с определенным пикетом, протестуя против произвола властей. Он посещал митинги, суды, часто давал комментарии, общался с правоохранительными органами, как бы в натянутых отношениях. К нам не раз приходили с предупреждениями, требованиями дать какие-то пояснения по поводу его действий. То есть нас предупреждали, что его активная деятельность может обернуться заключением, что в конечном итоге и произошло. Но мой муж не собирался оставлять эту деятельность, так как другие соотечественники семьи лично в этот момент находились в СИЗО и остались в. Спасибо большое, что связались с нами. Напомню, с нами на прямой связи была жена Эльдара Кантемирова, Эльвина Усиинова. И на самом деле, наверное, и оккупантов поражает то, что люди, зная, не оставаясь в стороне, то есть поддерживая своих соотечественников, уже как мы не раз слышали факты того, что людям открыто угрожали, что если ты не прекратишь ходить на суды, у тебя будут проблемы, но люди продолжают ходить. И что примечательно, сейчас
вспомнилась ситуация, когда, помнишь, в Москве были эти одиночные пикеты. Ребята рассказывают, что в отделении полиции удивлялись, сами полицейские. И вот прям многие из них, нет, не в таком формате, говорили, мы, ребята, реально вами восхищаемся. То, что приехать с Крыма и вот здесь выйти, когда вот жители Москвы боятся, скажем, на Красную площадь так активно выходить. Но я о другом, о том, что вот эта активная позиция, насколько она помогает держаться вот в целом? На самом деле, если бы не эта активная позиция, то вот, например, 14 ноября, да, рассматривали в Нью-Йорке резолюцию про нарушение прав человека в Крыму. И вот если бы не вот такая активная позиция людей в Крыму, Россия бы в очередной раз показала какую-нибудь картинку, вот, что у нас все хорошо, у нас три там языка признаны государственными, что мы вот все обеспечиваем, так далее. Чего вы все возмущаетесь? Вот крымчане действительно к нам хотели, и даже если там где-то какие-то нарушения процедуры референдума, то на самом деле все окей, никто никто не жалуется. Только активность людей, только сопротивление, информационный вот этот поток через стримы, через интернет, он дает нам повод, я имею в виду людям вне Крыма, говорить о том, что люди там сопротивляются, людям там не нравится вся эта ситуация, что у людей нарушают права человека. Потому что прежде всего у преступления, я имею в виду как вот глобального преступления оккупации Российской Федерации, у них прежде всего задача показать, что это не преступление, что вы, мы пришли туда, где нас очень ждали и хотят очень видеть. И мы там принесли счастье, благо и вообще рай на земле. То есть здесь очень четко надо понимать, что если бы не эти движения этих людей, не их героическое отношение к вот передаче информации, не вот эта солидаризация, когда человек, попадая в сложную ситуацию, у него в 5 утра проводят обыск, у него, да, его пугают, его заставляют становиться... Мы много знаем таких информаций, когда таскают на так называемые воспитательные беседы для того, чтобы запугать, чтобы человек стал вот тем тайным свидетелем, из-за которого потом, вот благодаря которому вот потом клепают эти дела, да, искусственные. Вот. И если бы не вот это ощущение, что люди помнят о тебе, что твою семью поддержат, что люди придут на обыск, да, они не могут его остановить, потому что это мирный протест, никто не выходит там с оружием против полиции, да, но люди будут знать, люди передадут информацию, ты не пропадешь где-то, а, к сожалению, в системе российских тюрем можно реально пропасть, это 1000 километров, и тебя могут отправить куда угодно. То есть нужно очень четко понимать, что вот только вот такая вот солидаризация, она дает нам информацию и повод извне давить на то, чтобы защищать этих людей. И это очень, это очень важно. При этом очень важно помнить, даже люди, которые пошли на какую-то сделку с следствием, это вовсе не означает, что они предатели. Там происходят такие пытки, которые мы даже представить не можем. Вот у нас будет сейчас буквально в Брюсселе, мы будем представлять ситуацию с пытками, в Страсбурге будем об этом говорить, мы в Лондоне об этом говорили, только вот приехали с Олегом Сенцовым, были там и в Министерстве иностранных дел, и перед парламентариями выступали. То есть очень четко надо понимать, что условия там такие, что кто-то не выдержит. Кого-то очень пугают давлением на родственников. Да, на семьи. Да, и надо это понимать, и поэтому я просто прошу всех не осуждать, если человек оказался в таких условиях и в таких пытках. Там от удушения пакетом до реально использования электрического тока. То есть это вопрос не в том, можешь ты выдержать или не можешь ты выдержать пытки, вопрос просто времени. Сколько к тебе эти пытки будут применены? И перейдем из содержания в СИЗО уже к колониям. И сейчас поговорим о следующем нашем политзаключенном. Эльмира Меметова, супруга политзаключенного Ремзи Меметова, посетила его в колонии Ставропольского края, где он уже отбывает свой срок. Это было первое краткосрочное свидание с момента вынесения приговора. Встреча проходила в помещении, где собеседников разделяло стекло. Супруги в последний раз виделись в июне этого года на заключительном этапе этого судилища. И сейчас с нами на прямой связи жена Ремзи Меметова, Эльмира Меметова. Селям алейкум, Эльмира Ханум, вы нас слышите? Да,
алькинселям. Да, хорошо слышу вас. Эльмира Ханым, насколько нам известно, вот вы посетили своего супруга, политзаключенного Ремзи Меметова. Расскажите, пожалуйста, каково состояние его здоровья, как он содержится, что передавал нам, всем тем не безразличным за его судьбу. Да, хвала Аллаху, вот 16 ноября мне удалось посетить своего супруга Меметова Ремзи, фигуранта первой башкирской четверки по делу Хизбут Тахрир. Ну, что вам хочу сказать. Сама дорога очень дальняя. Отбывает он свой срок сейчас в колонии номер 1 строгого режима Ставропольского края. Дорога, конечно, дальняя, но то, что мы едем с надеждой встретиться со своим любимым, дорогим человеком, конечно, это все забываешь о всех трудностях. Но приехав в колонию, я без особых трудностей получила разрешение на свидание, на передачку. Вот. Радует то, что продукты можно передавать, домашнюю еду. Само свидание проходило в такой комнате, ну, большая комната довольно, 8 кабинок там. Вот. Вместе с нами получил также свидание фигурант нашей же башкирской четверки Мамутов Энвер. То есть мы сидели практически рядышком. Вот. Увиделись, ребята, конечно, очень обрадовались, увидев нас, потому что последний раз, вот как мы виделись в июне месяце последний раз. Ну, здоровье, конечно, они не жалуются, все хорошо. Я тоже начала спрашивать у мужа, как состояние. Там довольно похолодало, там уже выдали ему уже зимнюю одежду такую, шапки, ушанки, куртки, сапоги. Спросила, как нога его. Ну, вроде, хвала Аллаху, все более-менее нормализовалось, но сейчас вот немножко простудное такое, простуда немножечко и спина стала. Вот в одном из интервью, Эльмира Ханым, вы говорили, что вы хотели передать вашему супругу коврик для совершения намаза, молитвы, и это ему не позволили. Так ли это? Продукты, в принципе, без всякого проблемы передала. И я хотела передать, написала в списке коврик для молитвы. И смотрела, она категорически, нет, мы такие вещи не принимаем. Хотя вот все обряды, которые положены нам по нашей религии, не запрещается там проводить. И я очень удивилась вот этому. Вот, потому что есть выделена специальная комната, где они совершают пятикратный намаз. Вот, и, она так удивилась, нет, мы такие вещи не принимаем. Ну вот как-то так они нам отказали в этом. Вот. Я начала, конечно, спрашивать у мужа, что делаете, чем занимаетесь, говорит, сейчас, что вы там целый день читаете. Более-менее они сейчас на улицу выходят, вот немножко в этом плане полегче. Не так, как в СИЗО, то, что они 3 года сидели вот в этих закрытых камерах, где особо ни воздуха, ничего нету. Вот. А здесь более-менее как-то так вот на улицу выходят. Спрашивала насчет, что делаете, работаете. Он сказал, нет, я не работаю, говорит. Вот. На данный момент вот он углубленно изучает арабский язык. Вот. Он знал арабский, он читал Коран, находясь дома, но сейчас ему захотел так более с правилами, вот таком этом. Все, Савал, за включение мы будем очень надеяться, что новая власть все-таки будет держать свое слово, и в следующих списках на обмен окажутся и ваши мужья, сыновья, и их мы тоже скоро увидим на свободе. Напомню, с нами на прямой связи была жена Ремзи Меметова, политзаключенного Эльмира Меметова. И, Саша, вопрос такой, а в чем-то суть запрета, вот коврик, кусок ткани? Это потрясающе, на самом деле, непонятный У нас 2 минутки эффект, буквально. Да. Непонятный эффект. В России есть, например, включение литературы религиозной в список, причем любой маленький районный суд включает какую-нибудь книжку, и он распространяется на всю Российскую Федерацию, соответственно, приходит в оккупированный Крым. Так, больше 60 позиций мусульманской литературы попадала туда. И вот такие вот перекосы ты не понимаешь. С одной стороны, вроде дают время, это хорошо, и дают возможность там совершить намаз. С другой стороны, коврик, он же не опасен, никаким образом не может он быть там оружием или чем-то, чем можно нанести там повреждения и так далее. Но, тем не менее, такие же проблемы, например, с книгами, даже обычными, признанной классикой российской литературы. Мы не смогли, сколько не пытались передать под
подаренные книжки, или мы готовы были подарить в библиотеку колонии, лишь бы человек смог потом прочитать. Это абсолютно непонятные причины, но они вот отказывают. Иногда они еще пользуются разными административными уловками, чтобы чуть-чуть создать еще более сложные условия именно для наших политзаключенных. Но в данном случае я не думаю, что они хоть кому-то разрешают это делать. То есть, с одной стороны, вроде не запрещено молиться, с другой стороны, они никак не будут поддерживать, чтобы у тебя были комфортные условия для этого. Спасибо большое. Напомню, с нами в студии была исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова. Спасибо за то, что пришли к нам в эфир. Дорогие телезрители, наш первый утренний эфир подходит к концу, но буквально через 5 минут наш эфир продолжит Курение Сеитумерова. Программа «Заман» расскажет о самых свежих новостях. Мы же вернемся в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с АТР.